Здравствуйте. Вы меня слышите? И кто меня слышит, нажмите на плюсики, пожалуйста. Здравствуйте. Мы начинаем наш вебинар. Приносим свои извинения за технические неполадки. Техника, все бывает. Итак, уважаемые родители, коллеги, все, кто к нам присоединился. Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа, детский сад номер 1 города Воркуты». Сегодня вебинар буду вести я, консультант Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования Пархимович Наталья Витальевна, старший воспитатель ГОУ «Начальная школа, детский сад номер 1 города Воркуты». В правом верхнем углу вашего экрана расположен значок с двумя стрелочками. Если вы нажмете на него, то презентация развернется на весь экран. Наше учреждение работает в режиме муниципального ресурсного центра по направлению организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. С 2016 года на базе учреждения функционирует консультационный центр по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. С информацией о нашем консультационном центре, о специалистах, оказывающих бесплатную психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, вы можете ознакомиться на страничке «Ранняя помощь» официального сайта учреждения. С 2019 года наше учреждение сотрудничает с Республиканским консультационным центром Коми Республиканского института развития образования по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, имеющим детей, и будущим родителям, желающих иметь детей. Мы являемся сотрудниками данного центра и готовы провести бесплатную консультацию для любой категории граждан. В нынешней сложной ситуации противостояния пандемии нас ежеминутно призывают остаться дома, а также различные специалисты дают множество советов, как провести время в период самоизоляции с пользой. Мы обращаемся к вам с просьбой: будьте дома и рассмотрите сегодня вместе с нами вот такие интересные темы. Рекомендации учителей-дефектологов и учителей-логопедов по организации деятельности с детьми, имеющими нарушение зрения. Совместный проект с ребенком «Сам себе режиссер». Создаем ролик. Формируем правильную осанку ребенка-дошкольника в домашних условиях. Компьютер и дошкольник с нарушением речи. Как не навредить? И рукотворное счастье в замкнутом пространстве дома. Как организовать совместную интересную жизнь ребенка в период самоизоляции. Предлагаем вашему вниманию рекомендации учителей-дефектологов нашего учреждения, консультантов Республиканского консультационного центра Акимовой Ольги Владимировны и Курочкиной Натальи Владимировны по организации деятельности с детьми, имеющими нарушение зрения. Каждый появившийся на свет младенец воспринимает мир через слух, зрение и осязание. К сожалению, не каждому крохе природа благоволит, и иногда ребенок рождается с какими-либо нарушениями. Дети с нарушением зрения видят мир совсем по-другому. Нарушение зрения ограничивает двигательную активность детей, отрицательно сказывается на физическом развитии, состоянии здоровья, овладении движениями, ориентировке в пространстве, вносит своеобразие в процесс овладения двигательными умениями и навыками. Отклонения в физическом развитии у слабовидящих детей встречаются в 3-4 раза чаще, чем у здоровых сверстников, причинами которых являются снижение двигательной активности, сложности зрительно-двигательной ориентации, недостаточная двигательная подготовленность. Народная мудрость гласит: лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Предлагаем вашему вниманию мир глазами ребенка с нарушением зрения. Мы подобрали для вас наиболее часто встречающиеся зрительные нарушения. На слайде слева картинка, которую видит человек без зрительного нарушения. Справа эта же картинка, которую видит человек со зрительным диагнозом миопия. Обратите внимание, при миопии ребенок хорошо видит близко расположенные предметы и плохо удаленные. Ребенок с диагнозом миопия испытывает трудности в восприятии написанного на доске, утомляется при плохом освещении, видит предметы диффузно, расплывчато. Ребенок читает и пишет, низко наклонив голову, не может быстро переводить взор вдаль, вблизь. У ребенка с миопией нарушается сумеречное зрение. Внимание! Если у вашего ребенка диагноз миопия, то ему категорически противопоказаны прыжки, резкое сотрясение тела, длительные наклоны вниз. Зрительная нагрузка у вашего ребенка должна быть минимальной. Гиперметропия, дальнозоркость. При гиперметропии ребенок видит плохо как вблизи, так и вдали расположенные предметы. У ребенка с диагнозом гиперметропия сужено поле обзора, трудно читать, он пишет узкие буквы. Малыш быстро утомляется, могут возникать головные боли и неприятные ощущения в глазах. Внимание! Если у вашего ребенка диагноз гиперметропия, то ему категорически противопоказана работа вблизи. Амблиопия – формы понижения остроты зрения. Ослабление зрения при отсутствии видимых повреждений глаз. Причинами амблиопии являются функциональные расстройства зрительного анализатора. Если амблиопия нарушение врожденное, ребенок не знает, что можно видеть как-то по-другому, воспринимает окружающий мир как норму. Поэтому он сам жаловаться на зрение никогда не будет. Ребенок с диагнозом амблиопия испытывает трудности в восприятии логически связанных сюжетов, в выполнении практических действий, в ориентировке в пространстве, во владении сенсорными эталонами. Ребенку свойственна фрагментарность, искаженность зрительного восприятия. Астигматизм – дефект зрения, связанный с нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, вследствие чего человек теряет способность к четкому видению. Ребенок с диагнозом астигматизм испытывает трудности при чтении, при соединении элементов букв, линий в чертежах и рисунках, роняет канцелярские принадлежности, так как не видит четкой границы стола, парты и других плоскостей. Косоглазие – нарушение в симметричном положении глаз, при взгляде прямо или других направлениях взора, сходящиеся и расходящиеся. Ребенок испытывает трудности при направлении взгляда на объект, нет четкого видения предмета. Уважаемые родители, сейчас вы самостоятельно организуете досуг своего малыша, поэтому позвольте напомнить вам несколько очень важных требований, которые необходимо соблюдать при подборе наглядного материала для игр и занятий с ребенком, имеющим те или иные нарушения зрения. Обязательное наличие различных плоскостей рабочей поверхности, горизонтальная, вертикальная, наклонная. Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия, быть яркими, красочными, насыщенными по цвету. В основном используются красный, оранжевый, желтый цвета. Материалы и пособия должны иметь матовую, неотражающую поверхность, вычленение контуров, лаконичность рисунка, конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего мира. Дети с нарушением зрения хуже, чем их зрячие сверстники, ориентируются в пространстве. Наблюдаются неточности представления о форме, цвете,
цвете, величине, проблемы со зрительной памятью, пространственного восприятия. Лучший способ обучения ребенка – игра. Предлагаем вашему вниманию игры, которые помогут вашему ребенку справиться с вышеперечисленными трудностями. Назови предметы красного цвета. Цель данной игры – развитие зрительного восприятия, внимания. Как вы понимаете, ребенок смотрит на картинку и называет предметы только красного цвета. Назови предметы треугольной, круглой формы. Эта игра направлена на развитие представлений о форме предметов. Девять квадратов. Цель данной игры – развитие ориентировки на плоскости листа. Мы говорим малышу: назови, что в середине, что в правом верхнем углу, что в левом нижнем и так далее. Чего не стало? Цель этой игры – развитие зрительного внимания и памяти. Уважаемые слушатели, посмотрите внимательно на слайд. Вам необходимо запомнить все предметы. А теперь закройте глаза и не открывайте, пока я считаю до 5. Готовы? 1, 2, 3, 4, 5. Скажите, пожалуйста, чего не стало? Молодцы! А кто вспомнит цвет шариков? Правильно, они были желтый, красный и синий. Подобные игры можно проводить с настоящими предметами, разложив их перед детьми, попросить их отыскать дома или взглядом на улице заданные предметы. Принцип преподнесения материала от простого к сложному. Можно начинать с предъявления 3-4 предметов, постоянно увеличивая их количество. Скажи, малыш, что находится близко и что находится далеко? В подобные игры можно гулять и сидя дома, глядя в окно или на диване сидя, а также, когда у нас закончится режим самоизоляции, по дороге в детский сад. Знакомая каждому взрослому игра «Найди отличие». Найди отличие между картинками. Цель данной игры – развитие зрительного внимания, памяти, развитие умения сравнивать. Уважаемые участники вебинара, если у вас появились вопросы к специалистам, вы хотите более подробно познакомиться с советами и рекомендациями наших учителей-дефектологов, вам на страничку «Ранняя помощь» официального сайта нашего учреждения. На странице «Ранняя помощь» вам могут быть полезны советы не только учителей-дефектологов, но и учителей-логопедов нашего учреждения. Развитие правильной, красивой речи – вот чем точно стоит заниматься с ребенком ежедневно. Предлагаю вашему вниманию рекомендации учителя-логопеда нашего учреждения, консультанта Республиканского консультационного центра Лернер Марины Васильевны. Исследования ученых доказали, что уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев. Пальчиковые игры дают возможность родителям играть с малышами, радовать их и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком. Пальчиковые игры развивают речь, умение вслушиваться в нашу речь, повышают речевую активность, учат концентрировать внимание и правильно его распределять, делают речь более четкой, ритмичной, яркой, усиливается контроль над своими движениями, развивают память, фантазию и воображение. При выполнении пальчиковых игр необходимо придерживаться определенных правил. Выполняя различные упражнения, необходимо задействовать все пальцы руки. Подбор упражнений с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей. Начинать игру можно только тогда, когда ребенок хочет играть. Игровые задания должны постепенно усложняться. Никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены и если ребенок неважно себя чувствует. И недопустимо переутомление ребенка в игре. Счетные палочки – это не просто цветные палочки. Еще это отличная развивающая игрушка.
Если у вас дома нет счетных палочек, то можно взять цветные карандаши, фломастеры. Игры с палочками, фломастерами или карандашами – простое и полезное занятие. Простое, потому что не требует никаких приспособлений, а полезное, потому что помогает развитию речи и мышления ребенка. С помощью палочек можно выложить вместе с ребенком разные композиции. Маленьким детям можно предложить составить картину по образцу, а старшим придумать что-нибудь свое. Что можно сделать из палочек? Например, геометрические фигуры. Пусть ребенок составляет геометрические фигуры, элементарно видоизменяя их. Даются задания с постепенным усложнением. Ребенок составляет сначала предметные изображения, например, транспорт, насекомых или животных. С помощью палочек можно изучать и закреплять буквы и цифры. Особое внимание следует уделить играм, которые сопровождаются небольшим стихотворным текстом. На каждое изображение рассказывайте детям стишки или загадывайте загадки. Можно вместе с ребенком сделать оригинальные системы хранения для палочек из бросового материала. И помните, уважаемые родители и коллеги, что фантазия детей и увлеченных родителей бесконечна. Продолжая тему развития яркой, образной, грамматически правильной речи, предлагаем вашему вниманию полезный совет от учителя-логопеда нашего учреждения Татьяны Григорьевны Тихоновой, консультанта Республиканского консультационного центра. Карантин и самоизоляция – прекрасная возможность реализовать новые идеи. Но почему бы не попробовать стать режиссером? Если за дело взяться с интересом, то это поможет ребятишкам развивать речь, создавать радостную атмосферу дома. А просмотр своего фильма позволит окунуться в незабываемый момент совместной работы над ним. Попробуем? Шаг первый. Идея. Без идеи не стоит начинать любое дело. Правило касается и того, как снять свой ролик. Совершенно неважно, снимается домашнее видео или профессиональный блокбастер. Любой ролик – это произведение искусства, требующее вдохновения и точного осознания того, какую историю вы рассказываете. Наша идея – сделать подарок для любимых родственников, пока они не могут вас навещать в связи с самоизоляцией. Шаг третий. Сценарий. Идея сформирована, но только в целом. Чтобы воплотить ее в жизнь, требуется сценарий. Это довольно сложное дело, требующее львиной части времени при организации съемок. Сценарий должен точно отображать, как снять ролик, действия и реплики актеров. Сценарий должен захватить с первых своих страниц. В основе сценария может лежать любимая сказка ребенка или родителей. На первых порах удобно взять сказку с небольшим количеством персонажей и атрибутов. Например, выбираем русскую народную сказку «Курочка-ряба». Найдите эту сказку в иллюстрированной книге и предложите ребенку рассказать ее. Попросите малыша внимательно рассмотреть иллюстрации и перечислить персонажей, описать внешний вид героев, их характер, настроение. Для примера, для написания сценария сказку разделите на небольшие сцены. Затем определите место съемки, например, зал вашей квартиры. Атрибутику. Напишите реплики актеров. На семейном совете распределите роли. Например, папа может играть роль дедушки, хотя не исключена и роль бабушки в его исполнении. Мама, кроме роли актрисы, может попробовать профессию костюмера, визажиста или оператора. А сам дошкаленок выступает в разных ролях. Это и голос за кадром, и курочка-ряба, и мышка. Когда сценарий будет готов, можно приступить к записи сцен. Наш опыт говорит о том, что сцены могут записываться не в строгой последовательности. Если папа днем на работе, запишите сцены, где нет его роли. Третий шаг – съемка. Для снятия материала подготовьте место съемки данной сцены, расставьте атрибуты, уточните, достаточно ли освещения. Хорошо использовать любимые игрушки.
Любимые детьми мягкие, пластмассовые, деревянные. Главное, чтобы игрушки были безопасны, устойчивы на столе и понятны ребятам. Можно использовать готовые настольные театры по детским сказкам. Дайте возможность юному актеру повторить текст, обыграть сюжет, сказать реплику, меняя интонацию, выражение лица и позу. Просите говорить не торопясь, четко произнеся звуки, следя за интонацией. Постарайтесь сделать все, чтобы малыш поборол свою стеснительность. Хвалите его, смейтесь вместе с ним, образно и ярко играйте свою роль. Подайте ребенку пример, что чем более раскрепощенно он чувствует себя во время записи сцены, тем интереснее зрителю и тем больше положительных эмоций испытывает он сам. Чтобы заинтересовать ребенка игрой, не стоит ругать или пытаться довести его актерские данные до совершенства. Для вас важен процесс, а не результат. Дайте возможность маленькому актеру руководить сценой. Конечно, хорошо, если актер будет знать слова наизусть, но импровизация тоже приветствуется. Съемки занимают много времени. Не бойтесь ошибок. Снимайте отрывки еще и еще раз. С каждым дублем результат будет лучше. Такое семейное времяпрепровождение придется вам по душе, и вы с удовольствием будете устраивать в своем доме такие интересные мини-представления. А между тем, ваш малыш будет учиться красиво и грамотно говорить, выгодно презентовать себя перед окружающими, а также очень эмоционально и чувственно доносить свои мысли и переживания. Это непременно станет отличной основой для развития в нем интересной и многогранной личности. Шаг 4. Просмотр отснятого материала. Когда материалы будут отсняты, вам предстоит в семейном кругу провести их отбор, ведь в процессе съемки вы записали несколько дублей, обработку и выбор единой роли. Совместно просмотрите внимательно все сцены, обсудите и выберите только те, которые вам понравятся. Дайте возможность ребенку высказаться. Внимательно слушайте аргументы «за» и «против». После обсуждения вам потребуется выполнить следующие действия. Удалите лишние сцены. Вставьте части в проект. Их можно найти в интернете, программу «Киностудия» или «Видеомонтаж» и установить на компьютере. Это несложно. Создать красивые переходы между сценами, добавить звуковое сопровождение, сохранить проект. И обязательно напишите в титрах всех, кто принимал участие в съемках вашего фильма. Процесс создания ролика – дело интересное, требующее большого количества времени и обязательного внимания мелочам. Но пусть это не отталкивает начинающего режиссера. Терпение и труд – обязательные спутники всех творческих людей. Во время самоизоляции, волей-неволей, мы все стали меньше двигаться. Предлагаем вам отдохнуть и вместе с Сирой Мариной Геннадьевной, инструктором по физической культуре нашего учреждения, выполнить несколько упражнений, которые помогут вам и вашему ребенку сохранить правильную осанку, что очень важно для ребенка с нарушением зрения, и поднимут настроение. Уважаемые взрослые, постарайтесь стать примером ребенку в выполнении упражнений. Делайте их вместе с ним. Все упражнения выполняйте под любимую бодрую музыку. Вы готовы? На зарядку становись. Первое упражнение – велосипед. Мы его выполняем 6-8 раз. Лежа на спине и прижав руки к туловищу, поочередно поднимать левую и правую ногу, сгибая их в коленях. Внимание! Рекомендуется снизить количество повторений для детей с частичной атрофией зрительного нерва. Упражнение плавание. Также выполняется 6-8 раз. Лягте на живот, руки положите перед собой, на них положите голову. Приподнимать голову и плечи, насколько это возможно. Внимание! Рекомендуется снизить количество выполнения упражнений для детей с миопией, а также не делать резких движений головой. Упражнение рыбка. Выполняем также 6-8 раз. Лечь на живот, положить подбородок на руки,
отвести руки назад и максимально приподнять. То же самое необходимо сделать с ногами. Для детей с миопией и частичной атрофией зрительного нерва при выполнении упражнений нельзя делать резких движений головой и следует снизить количество выполнения упражнений. Игра с морской галькой. Сядьте на коврик на полу, согните ноги, стопы поставьте параллельно. Захватываем пальчиками ног камушки. Их можно купить в магазине. Или такие предметы, как пластик, ракушки, пробки от бутылок. Упражнение футболиста. Для выполнения этого упражнения можно использовать несколько мячей, от маленького до средних размеров. Сидя на стуле, нужно захватить стопами мяч и поднять его как можно выше. Покатать мяч попеременно левой и правой ногой. Взять мяч, положить его на ногу и постараться продержать его как можно дольше, не роняя. Подложить мяч под стопу и прокатывать его под стопой. Подложить под стопы левой и правой ноги маленькие одинаковые мячи и постоять над них. Прокатывать мяч между стопами, сидя на стуле. Разложить вокруг себя несколько мячей на равном расстоянии и, захватывая их обеими ступнями, менять мячи местами. Не ругайте ребенка, если он делает что-то не так. Постарайтесь, чтобы он выполнял упражнения охотно. Только тогда желание заниматься сможет перерасти в привычку. Подчеркивайте, пусть и маленькие, но достижения ребенка. Во время выполнения упражнений радуйтесь хорошей музыке, возможности общения, улыбайтесь друг другу, поддерживайте друг друга во всех начинаниях. Современный ребенок, родившийся в век высоких технологий, является активным пользователем компьютера, игровых приставок, сотовых телефонов, сети интернет. Мир цифровых технологий для дошкольников – это естественная, неотъемлемая часть окружающего мира. Задача педагогов и родителей сделать так, чтобы эта среда стала развивающей для ребенка, обогащающей его внутренний мир и, самое главное, не наносящей вред его здоровью. Особенно данная задача актуальна сейчас, в период самоизоляции, когда ребенок с нарушением зрения дольше, чем в обычные дни, проводит у монитора компьютера, перед телевизором или с гаджетом в руках. Применяя информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе, это позволяет дошкольникам с нарушением зрения получать информацию об окружающих их мире. У детей формируются более полные и точные представления о предметах и явлениях, так как задействованы зрительные и слуховые способы получения информации. При использовании компьютера появляется вероятность визуализации объектов в виде понятных для ребенка образов, улучшаются компенсаторные механизмы. В работе с детьми дошкольного возраста необходимо применять пособия, разработанные в ярком, доступном для понимания ребенка образе. Все перечисленное позволяет создать более точный зрительный образ у ребенка, способствует усвоению содержания и является эффективным средством наглядности. Работа с детьми с нарушением зрения, имеющих зрительную депривацию, то есть лишенными зрительного опыта, можно и нужно использовать презентации, обучающие программы, так как такой вид деятельности имеет свои положительные стороны. Осуществляется полисенсорное восприятие, то есть ребенок видит целостный образ предмета или явления. Дети рассматривают предметы или явления в многократно увеличенном на экране во время демонстрации фильма или слайда. Аудио, видео и анимационные эффекты объединяются в презентацию, что позволяет восполнить объем информации, усваиваемой дошкольниками. И возможность демонстрации предметов или явлений более доступных для восприятия сохранной сенсорной системы, а также увеличиваются зрительные функции и глазомерные возможности ребенка, и вырабатываются разнообразные способы зрительного восприятия. Врачи-офтальмологи выдвигают ряд требований к работе дошколят за компьютерами. К дошколятам категорически запрещается работать за компьютером и просматривать презентацию в полной темноте. Запрещается изменение освещенности на мониторе, мелькание, выключение и включение общего освещения при просмотре кинофильмов или презентаций.
Запрещается демонстрация фильмов, слайдов на стене, потому что при этом в существенной степени снижается яркость и искажается цвет изображения. Запрещается долго задерживать взгляд на мониторе компьютера. Ребенку необходимо периодически менять направление взгляда. Это дает возможность глазам отдохнуть. Проанализируем особенности организации деятельности детей с различными зрительными заболеваниями при работе за компьютером. Перед экраном ребенок с миопией должен находиться на переднем плане. При дальнозоркости необходимо ограничивать ребенка в работе вблизи, чередовать зрительную нагрузку в работу вблизи с переведением взгляда вдаль. Перед экраном ребенок с дальнозоркостью должен сидеть на заднем плане. Перед экраном дети с низкой остротой зрения занимают места впереди. Ребенку необходимо дать время для рассматривания изображения. При разной остроте зрения обоих глаз, то есть при разных зрительных возможностях, ребенка необходимо посадить лучше видящим глазом к центру. Рассаживать детей перед экраном необходимо с учетом попеременной окклюзии. То есть, если у ребенка окклюзия справа, то его необходимо посадить на противоположную сторону. Если у дошкольника сходящееся косоглазие, то он должен сидеть в центре перед экраном. При расходящемся косоглазии ребенок должен сидеть на заднем плане. Важно, дорогие родители и педагоги, строго соблюдать зрительный режим, чередуя зрительную и тактильную работу с работой на слух, учитывая при этом зрительные нарушения ребенка. Таким образом, использование информационно-коммуникативных технологий с учетом определенных правил и требований открывает новые возможности и перспективы развития перед ребенком с нарушением зрения. Мы все оказались в непростой ситуации, когда сбились привычные ритмы и схемы взаимодействия и внезапно оказались со своими детьми тет-а-тет. Конечно, мы все уже адаптировались к сегодняшней ситуации, выстроили свой режим дня, ведь это очень важно не только для взрослых, но и для детей. И сегодня Альбина Ивановна Санцова, педагог-психолог нашего учреждения, консультант Республиканского консультационного центра, предлагает вам поговорить о том, как родителям выстроить общение с детьми и чем их занять. Если ребенку 3-4 года важен положительный фон общения, к примеру, любой успех ребенка подкреплять похвалой, нужно предлагать сотрудничество. Давай это сделаем вместе. В этом возрасте у деток активно развивается речь, поэтому нужно просить малыша комментировать вслух свои действия, рассказывать, что он видит и делает. Предлагаем вам игры, которые помогут развить данные навыки. Игра «Где мы были, мы не скажем». Выбирается водящий, который уходит за дверь, а ребенок или один из родителей вместе договариваются, кого или что они будут изображать. Затем входит водящий и говорит: «Расскажите, где вы были, что вы делали?» Участники игры отвечают: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», если они договорились изображать действие. Или «Кого видели, покажем», если они изображают животное. В процессе игры взрослый помогает ребенку найти наиболее характерные особенности животных или предметов и выразительно их передать. Зайчики и лиса. С помощью считалки выбирается водящий. Лиса. Он садится за куст. Другие участники, зайчики, встают около одной из стен комнаты. Ведущий лиса встает у противоположной стены и произносит: «Раз, два, три, четыре, пять. Вышли зайчики гулять». Зайчик выбегает на середину комнаты и прыгает. Через минуту-другую ведущий лиса продолжает. Вдруг лисица выбегает, зайку серого хватает. На последнем слове зайчик бежит к стене, а лиса пытается поймать его. Пойманный ребенок становится водящим, и игра возобновляется. Волшебный мешочек. Цель этой игры – развивать у ребенка тактильную память, способствовать запоминанию ощущений от прикосновения к различным предметам, развивать тактильную чувствительность, научить ребенка находить точные слова для определения своих ощущений. Ребенок 4-5 лет активно интересуется окружающим миром.
Важно, чтобы общение носило развивающий характер. С ребенком можно поговорить о животных, о природе, технике, о том, что он уже помощник, и у него есть свои обязанности. Детям нравится делать реальные дела, поэтому идеальное развлечение – кулинария. Готовить все равно надо, да и разнообразить еду хочется. Можно делать это вместе с мамой. Папа может объяснить сыну устройство пылесоса или утюга, вместе разобрать что-нибудь ненужное или попробовать починить какую-нибудь бытовую технику. Это очень интересно. Папы многому могут научить. А развлечься можно следующими играми. Найди отличия. Ребенок рисует любую несложную картинку и передает ее взрослым, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями. Игра «Говори». Скажите ребенку следующее. Я буду задавать тебе простые и сложные вопросы. Но отвечать на них можно будет только тогда, когда я дам команду. Говори. Давай потренируемся. Какое сейчас время года? И взрослые выдерживают паузу. Говори. Сейчас весна. Какого цвета у нас в комнате потолок? Говори. Белый. И так далее. С детьми от 5 лет и старше общение выстраивать сложнее. С ними нужно разговаривать, как со взрослыми. По сути, это общение практически на равных. В этом возрасте актуально нравственное воспитание, поэтому все разговоры нужно из-под переводить в плоскость морали. Например, обсудить, почему волонтеры помогают пожилым людям, а развить нравственные качества помогут игры. Игра «Продолжи фразу и покажи». Цель этой игры – развивать логику, творческие способности, развивать имитационные навыки. Например, если холодно на улице, что вы одеваете? Шубу, шапку, варежки. Игра «Угадай эмоции». Каждый участник по очереди берет карточку с изображением настроений, их надо подготовить заранее, и не показывая ее остальным. Задача играющего по картинке узнать эмоцию и изобразить ее с помощью мимики, жестов и движений. Другой участник должен угадать, какое настроение изображает водящий. Есть игры для всех возрастов, так как такие, которые помогут успокоиться, снять мышечное напряжение. Игра «Рисование на спине». Взрослый рисует на спине ребенка одно из изображений с карточки, а ребенок рисует это на листке. Затем взрослый и ребенок меняются местами. Игра «Мороженое». Ребенок и взрослый стоят на ковре. Предлагается поиграть в мороженое. Взрослый говорит: ты мороженое. Тебя только что достали из холодильника. Мороженое твердое, как камень. Твои ручки напряжены, твое тело ледяное. Но вот пригрелось солнышко, мороженое стало таять. Твое тело, ручки, ножки стали мягкими, расслабленными. Ручки бессильно повисли вдоль тела. Игра «Как себя чувствуешь?». Ребенку необходимо разрисовать контур человечка так, чтобы было понятно, где живет радость, грусть, злость, обида. Уважаемые родители, проявляйте интерес к процессу общения и игры, замечайте улыбку ребенка, по-доброму реагируйте на его слова и действия. Неважно, чем вы заняты с детьми, главное, что у вас есть общее дело и реализуется оно в доброй, гармоничной атмосфере. И не забывайте, счастье в ваших руках. Далее на слайде вы видите ссылки на интересные сайты, где можно посмотреть разные идеи для организации совместной деятельности со своим ребенком. Уважаемые родители замечательных детей, Республиканский консультационный центр Коми Республиканского института развития и образования продолжает работу в условиях самоизоляции для родителей, имеющих детей, для будущих родителей, студентов по всей республике.
Специалисты центра готовы ответить на все интересующие вас вопросы по телефону, который вы видите на экране, через страницу социальной сети ВКонтакте и через сайт консультационного центра. На сайте или по телефону можно записаться к любому специалисту. Вся информация конфиденциальна. Звоните по многоканальному телефону 8 912 191 50 03 и пишите на сайте. Ссылка на экране. Всего вам доброго, уважаемые родители и коллеги. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!